أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Мухаммада وعلى آله وأصحابه أجمعين. В одном из известных хадисов, передаваемым от Абу Хурайры, рады Аллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-муслиму ахуль муслим». Мусульманин является братом для другого верующего мусульманина. «Ля язлимуху, ва ля яхзилуху, ва ля якзибуху, ва ля яхкируху». Именно по причине этого братства повелевание религии заключается в том, что он не притесняет его, не относится к нему с несправедливостью, он не оставляет его без помощи и не относится к нему с презрением. После данных слов приводится, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, 3 раза указал себе на грудь со словами «Ат-таквау ха-хуна». Воистину, богобоязненность, она заключается здесь. Данный хадис, данное изречение нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, приводится в различных интерпретациях, в различных версиях. Но все версии данного хадиса заканчиваются одинаковыми высказываниями, одинаковыми словами. «Куллюль муслими аляль муслими харам, дамуху ва малуху ва айрдуху». Для мусульманина являются запретными 3 вещи. Это кровь, то есть жизнь, имущество и честь, достоинство другого мусульманина. Данный хадис приводится в сборнике хадисов имама Муслима. Наряду с основными морально-этическими нормами данный хадис выстраивает правильную модель взаимоотношения мусульманина, верующего человека, с обществом. Как он должен держаться, в каких отношениях он должен быть с другими людьми, своим окружением, будто с мусульманами, либо с немусульманами. Наша религия, она одинаково справедливо относится ко всем людям, вне зависимости от их вероисповедания. Один величайший имам Аль-Газали, в своем известном труде «Ихья улум-ад-дин» говорил, он описывает образ верующего человека, мусульманина, каким он должен быть. Описывая этого человека, он дает ему характерные черты. Мусульманин – это добропорядочный гражданин своего общества. На работе у него хорошие, справедливые взаимоотношения с своими коллегами. В жизни он хорошо ладит со своими соседями. И, являясь добропорядочным гражданином своего общества, он с нетерпимостью относится ко всем признакам, проявлениям насилия, убийства и другим запретным вещам. В тот же момент для него основным является не личная выгода, а именно путь нахождения справедливости в обществе. Харам в религии означает большой грех. Посягать на чью-то жизнь, отбирать преступным либо обманным путем чье-то имущество, либо посягать на честь и достоинство человека, оскорблять его, является большим греховным действием в исламе. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: лучшие из вас это те, которые были полезны для общества, полезны для своего окружения. И поэтому путь религии всегда заключался в том, богобоязненность человека выражается в той форме, что он с такой же справедливостью, если бы человек захотел справедливого, милости в свой адрес от Всевышнего в судный день, если он это желает, поэтому он и в этой жизни должен с справедливостью и с честностью относиться ко всем людям в своем окружении и в обществе в целом.